9 мая традиционно считается одним из главных всенародных праздников. Существует множество акций и проектов, прославляющих победу советских воинов и почитающих память павших на поле боя. Одной из самых трогательных акций, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, стала акция «Лица Победы», впервые запущенная Музеем боевой славы имени Владислава Ардземба несколько лет назад. Несколько лет назад у нас в музее появилась идея сделать проект «Лица Победы», так как необходимо было для памяти людской сохранить лица наших ветеранов Великой Отечественной войны, погибших на поле боя. Уже многие из вернувшихся живыми, они тоже ушли из жизни. И мы потихонечку, по-малому собираем все эти фотографии и встраиваем в проект «Лица Победы». Каждый год мы имеем возможность обновлять по тому, как присылают нам эти фотографии. Свой вклад в дело победы внесли все народы Советского Союза. Активное участие в защите большой родины принимали и выходцы из Абхазии. По словам Зейбея, жители республики часто обращаются с просьбой упомянуть их родных и близких, также отдавших жизни в этой ужасной войне, самой кровопролитной за всю историю человечества. Часто возникают вопросы у родных и близких, почему нет наших родственников, близких и так далее. Но дело в том, что нам нужны материалы для того, чтобы вставить в этот проект. Поэтому мы каждый год пытаемся обратиться к людям из социальных сетей, чтобы помогли нам собрать эти фотографии и для того, чтобы этот проект был полноценным. По имеющимся данным, из Абхазии на фронт отправилось более 55 тысяч человек. Более 17 тысяч из них так и не вернулись в свои дома. На сегодняшний день в акции «Лица Победы» перечислены далеко не все имена героев. Как отметила Мзея Бея, музею необходима помощь жителей республики, чтобы расширить списки и отдать должное каждому, кто боролся за Великую Победу. Из 17,5 тысяч погибших на полях сражений во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и плюс еще, если вспомнить цифру, сколько ушло, 55,5 тысяч, у нас всего чуть более 1000 фотографий. Важность проекта – это память. Точно так же, как и бессмертный полк – это память. А бессмертный полк, если течет рекой по всему городу и вживую, у нас есть еще, слава богу, возможности трансляции по телевидению, и это будут видеть те, которые не могут участвовать, лично участвовать в этом проекте «Бессмертный полк». Чтобы данные вашего близкого также были включены в проект «Лица Победы», необходимо обратиться в Музей боевой славы. Сделать это можно по номерам 927 41 78 и 992 66 32, или же отправив письмо на электронный адрес музея. Те, которые имеют фотографии своих родных и близких, прислать нам. Если же нет фотографии, есть другая форма. Мы создаем силуэты и пишем под ними имена и фамилии. Нам нужна эта информация. То есть, если нет фотографии, нам нужны имена, фамилии, отчество, год рождения, дата гибели или дата ухода из жизни. Если появляются вопросы, я бы попросила всех обратиться к музею. А если же есть материал, позвонить нам. Все собранные фотографии, как отметила Мзея Бея, отправляются в Москву, в Большую галерею памяти, посвященную героям Великой Отечественной войны. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение.